Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды 25 августа. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации. Операция по поимке террористов проходила в Москве, Новосибирске, в том числе и в Якутске. Полным ходом идет подготовка к прохождению отопительного сезона. Какие работы проведены за этот летний период и насколько готовы к отопительному сезону, расскажет наш корреспондент. Школа Якутска уже готова к новому учебному сезону. В столице региона прошла плановая приемка образовательных учреждений. В Нерюнгринском районе проходит выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля», приуроченная к празднованию Дню шахтера. Сегодня в Чехии состоится международная премьера фильма «Нуча» якутского режиссера Владимира Монкоева. В преддверии премьеры с режиссером встретился наш корреспондент. Пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации. Задержаны 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников. Спецоперацию провели бойцы ФСБ во взаимодействии с МВД и Нацгвардией. Операция по поимке террористов проходила в Москве, Новосибирске, в том числе и в Якутске, а также в некоторых других городах страны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спецслужбой установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. Напомню, организация Катиба Таухид Валь-Джихад запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году. На данный момент на территории республики действует всего 46 пожаров. Из них тушится 15, а локализовано 6. Кроме того, сегодня было ликвидировано 4 пожара. Новых обнаружений нет. На тушении пожаров работает 1270 человек и 136 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекалось 5 воздушных судов. Работа по тушению лесных пожаров продолжается в 8 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усмайский и Чурапчинский. Угроз населенных пунктов и объектам экономики не отмечается. И сегодня же на станцию Нижний Бестях прибыло дополнительно 4 единицы техники инженерных войск Министерства обороны. И они будут работать в Заречных Улусах, в частности в Чурапчинском районе. Перейдем к эпидобстановке. На 25 августа выявлено 144 новых случая коронавирусной инфекции. Так, 82 случая зафиксировано в Якутске, 13 в Мирнинском районе, 7 в Верхневилюйском, по 6 случаев в Алданском и Нерюнгринском районах, 5 заболевших в Чурапчинском районе, 4 в Кобяйском, по 3 случая в Вилюйском и Сунтарском районах, в 6 районах республики по 2 случая, в Валаиховском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском по 1 случаю. Надо отметить, что сегодня мы фиксируем в том числе случаи занесения инфекции в труднодоступные районы, что, конечно, является очень большим рисковым фактором, поскольку ограничить и применить все меры санэпидблагополучия на таких территориях практически невозможно. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на самоизоляцию лиц, прибывающих как из регионов нашей республики, так и за пределов нашей республики Якутии. Безопасность превыше всего. Об этом и не только говорили сегодня на очередном заседании окружной избирательной комиссии по выборам в Госдуму Федерального собрания 8-го созыва и иных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года. В первую очередь члены комиссии в связи со сложной эпидситуацией рассмотрели вопрос по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Так, по состоянию на 23 августа всего вакцинированы более 65% членов избирательных комиссий всех уровней. Следующим в повестке стал вопрос о мерах реагирования в отношении кандидата Анатолия Наговицына в связи с поступлением информации от Управления Министерства юстиции. Напомню, что кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» заподозрили в причастности к экстремистской организации.
приняли решение о том, что достаточных оснований для принятия решения об обращении в Верховный суд Республики Саха-Якутия с административным исковым заявлением об отмене не имеется, поскольку вступившие в законную силу судебное решение, устанавливающее в его действиях причастность к деятельности экстремистской или террористической организации, отсутствует. Также мы третьим вопросом рассмотрели утверждение доверенных лиц одного из наших кандидатов в Государственную Думу. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и энергетики Якутии составляет 87%. Об этом на прошедшем совещании под руководством премьера региона Андрея Тарасенко отметил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. На совещании поручено усилить координацию за подготовкой к отопительному сезону социальных объектов, а также завоз грузов в навигацию и обеспечение населенных пунктов углем. Между тем, в 24 филиалах ЖКХ республики проходит масштабная работа к предстоящему отопительному сезону. Ульяна Шагина расскажет подробнее. В одном из филиалов ГУП ЖКХ Республики Коммункомплектации проходит погрузка продукции производственно-технического назначения для коммунальных нужд улусов республики. Очередной рейс направится в Усть-Алданский филиал, где в рамках инвестпрограммы планируется проведение мероприятий по технологическому присоединению к сетям централизованного теплоснабжения социальных объектов. 20 тонн нагрузили трубы. Постоянно, если есть груз, приходим, будем. На 2021 год предприятием запланирована отправка порядка 3500 тонн различных грузов для нужд котельных. Основной объем завезли еще до закрытия автозимников. Из них более 1000 тонн в северные районы. Груз в основном, конечно, это котельное оборудование. Да? Это у нас и котлы, и дымососы, и все комплектующие котлам, и металлопрокат, это трубы, швеллера, все, что необходимо для техприсоединения, для ремонтной программы трасс, инженерных сетей. То есть вот такой вот груз у нас идет. ГУП ЖКХ Республики обслуживает 22% населения региона, проживающих в отапливаемом жилищном фонде. Это порядка 30 улусов. Сегодня на местах готовность к отопительному сезону составляет 90%. В северных и арктических районах он уже стартовал. Где-то до конца августа планируется запустить в работу все объекты теплоснабжения. И чуть позже, до 11 сентября, дать тепло в дома центральных, заречных и вилюйских групп улусов. У нас ведется инвестиционная программа на 2021 год, утвержденная. На основании его по арктическим зонам у нас завоз грузов произведен в зимний период, а также, конечно, доступных речным путем места мы уже тоже завезли. Сейчас в данный момент идет догрузка материалов в центральной части районов, там, где у нас опасений по доставке, по логистике нет. Идет полным ходом навигация 2021 года. Филиалы предприятия до конца сезона планируется завести 370 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день удалось исполнить чуть больше половины от плана. Напомним, из-за резкого спада воды на реках Якутии еще в начале сезона навигация началась в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, завоз топлива в улус республики проходит в штатном режиме. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Подготовка к прохождению отопительного сезона является непрерывной деятельностью энергетических компаний. Какие работы проведены за этот летний период и насколько готовы к отопительному сезону коммунальные структуры столицы, в материале Дмитрия Тымырова. Завершается лето, а вместе с ними и ремонтные работы, которые ежегодно успевают провести между отопительными сезонами. На сегодняшний день мы выполнили ремонт паровой турбины, ремонт парового котла, завершаем замену газового оборудования одного водогрейного котла. То есть это остались пусконаладочные работы. То есть все работы по станции уже завершены. Вместе с тем на финишной прямой работы по замене, ремонту, утеплению магистральных и квартальных сетей. По квартальным сетям работы выполнены уже на 95%. И с 25 по 31 число августа мы приступаем к заполнению уже всех сетей для того, чтобы с началом отопительного сезона обеспечить циркуляцию.
Большая работа в этом году была проделана по ремонту тепловых сетей, в частности, на участке улицы Хабарова. Всего здесь заменили 400 метров труб. Сейчас работы на завершающей стадии. Работа важная. Сети на данном участке отработали уже больше 28 лет. И они подлежат замене. На начало отопительного сезона эта работа, в общем-то, не влияет. У нас здесь кольцо. Но до 1 сентября монтажные работы по укладке трубопроводов завершатся. До середины сентября мы завершим работу по изоляции. Между тем, с этого года якутская ТЭЦ начала отвечать и за контроль подготовки оборудования теплопотребляющих установок. Проще говоря, проверка готовности самих потребителей. Помимо технических мероприятий, которые потребители должны выполнить, это промывка системы отопления, опрессовка теплопотребляющего оборудования, ревизия запорной арматуры. Также немаловажно погасить задолженность на сегодняшний день за потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день подготовка идет полным ходом. То есть на 52% жилых домов выданы акты готовности. Тем временем документы для акта готовности школ и детских садов сдали на сегодня более 80 объектов. Из них одобрение получили 42%. Подготовка к отопительному сезону и к предстоящей зиме в Якутске продолжается. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. А школы Якутска уже готовы к новому учебному году. В столице региона прошла плановая приемка общеобразовательных учреждений. К 1 сентября полностью завершены ремонтные работы в 10 школах. Тему продолжит Власий Сергеев. Обучение в школах Якутска начнется с 1 сентября в очном формате. На сегодняшний день в первые классы поступили порядка 5800 детей. Чтобы удовлетворить все заявки, в столичных школах продолжается работа по увеличению количества классов. Чтобы расширить кабинеты, то есть мы приобретали гаражи, контейнера, чтобы освободить помещения внутри наших образовательных учреждений, чтобы сделать дополнительные кабинеты. И таким образом мы увеличили количество классов, комплектов. До начала учебного года в 10 столичных образовательных учреждениях завершены ремонтные работы. Так, в школе номер 13 были заменены окна в столовой, двери пожарных выходов и кафель на 1 этаже. Помимо этого было обновлено покрытие крыши. Школа построена в 2002 году. С того времени такого большого ремонта капитального еще не проводилось. Акт приемки подписан. Роспотребнадзор, пожарная часть и охрана труда. Школа готова к новому учебному году. В этом году работа по улучшению материальной базы образовательных учреждений будет продолжена. Так, в 2021 году на ремонтные и строительные работы было выделено 146 миллионов рублей. В этом году у нас инструментальное обследование, проектная документация прошла по 6 образовательным учреждениям, и по работе межведомственной комиссии в следующем году подлежат обследованию еще 7 объектов образования, чтобы потом в последующем сделать укрепительные работы. Пройдя плановую приемку, столичные школы продолжают вести подготовительную работу ко Дню знаний. В этом году линейки снова пройдут под открытым небом и соблюдением социальной дистанции. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. А в Ленском районе финансирование на ремонт школ в этом году поступило в более поздние сроки, чем обычно. Поэтому в некоторых школах к работам еще не приступили, только провели торги и ждут подрядчиков. В каких школах и что отремонтировали, а что еще предстоит, узнавала Анна Кожевникова. На ремонт образовательных учреждений в этом году из казны Ленского района выделено 82 миллиона рублей. Охвачены все городские и сельские школы. Так, в Южной Нюе будут отремонтированы мастерские, в Турухте устранены предписания пожарной службы, колоссальные средства выделены для Бичинчинской школы. По Бичинчи это ремонт строительство нового туалета и ремонт мастерских и актового зала. Там приличная сумма, около 7 миллионов. Выделены деньги по Витиму, школа Витим, выделены деньги по Витиму, детский сад «Колокольчик». Также по Пеледую ремонт канализации по школе и перегородки, устройство перегородок. К финишной прямой плавно подходит школе номер 5. Здесь последние стадии ремонта. В
В 4-й школе обновленные кабинеты физики и химии ждут учащихся. Их отремонтировали по линии Транснефти, а также оснастили оборудованием для занятий подготовки к экзаменам, а кабинет химии – вытяжным шкафом, который давно ждали педагоги. Практически готов класс биологии. Выровняли полы, отштукатурили кабинет, 46-й кабинет. Это по точке роста специально мы сделали для новый проект «Российский цифровая образовательная среда». Деньги выделяет район, и спасибо большое, что выделили столько денег, что достаточно можно было сделать ремонты. Также произведут полностью ремонт в библиотеке и медкабинете. А вот на стадионе работы пока не завершены. Его строят благодаря спонсорской помощи от компании «Тасурях» и софинансирования районной администрации, которая выделила около 15 миллионов рублей. За основу был взят проект стадиона школы номер 3. В скором времени еще одна современная спортивная площадка появится в Ленске. В школе номер 3, казалось бы, преобразовывать уже нечего. Это, пожалуй, самое современное здание среди образовательных учреждений района. Из бюджета в этом году выделены деньги на замену окон, но руководство школы приняло решение заключить долгосрочный контракт, и все работы будут проведены на следующий год. В основном здании школы номер 2 произведут ремонт кровли, а в первой – замену системы отопления. Помимо этого завершат установку ограждения территории СОЖ номер 1. В этом году деньги на ремонт образовательных учреждений выделили в более поздние сроки, чем в предыдущие годы. Поэтому возможные во время учебного процесса работы будут производиться таким образом, чтобы не создавать трудностей учащимся, а остальные перенесутся на следующий год. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Вернемся в столицу региона, в Якутске. В эти дни из-за дождей снова заливает дворы, тротуары и дороги. В первую очередь сейчас проводится откачка воды с заниженных мест дорожного полотна. По словам работников жилкомсервиса, таких мест на территории города более 160. Жилкомсервис по контракту с 12 апреля должен откачать более 9 тысяч кубометров воды. Это снежные и дождевые воды. В рамках этого на городские улицы после дождя ежесуточно выходят 14 единиц осенизаторской техники. Из них половина работает в ночное время, а другая в дневное. Так, сегодня днем специализированные машины откачали воду сразу на нескольких улицах города. Самые большие лужи образовались после дождя на улицах Маяковского и Челюскина. Там невозможно было пройти ни пешеходам, ни проехать даже маленьким машинам. Спасает только своевременная откачка воды. Значит, с утра, когда закончился дождь, у нас работали, значит, ребята по центру, да, то есть это Ленина улица, Ярославского, Богдана Чижика, ну, такие вот заниженные места у нас. А сейчас у нас на данный момент, значит, работают вот на Маяковского, Бабушкина, Чеченко, потом, получается, Челюскина, где не могут пройти автобусы. То есть автобусники у нас уже начали бастовать. Вот сейчас мы откачиваем, Дорстрой проводит... грейдером проходит, значит, грейдирует дороги, чтобы автобусом было проехать можно было. В Нерюнгринском районе проходит выездная книжная выставка в краю несметных залежей угля, приуроченная к празднованию Дня шахтера. Об ее экспонатах и о том, где с ними можно ознакомиться, расскажет Екатерина Павлова. На протяжении десятилетий сотрудниками Нерюнгринской централизованной библиотечной системы собирались и сохранялись книги, посвященные освоению Южной Якутии, развитию угольной промышленности в регионе. Со временем пришла идея оформить уникальное собрание в тематическую экспозицию. Выставка у нас проходит ежегодно в стенах библиотеки, так и мы сейчас практикуем выездную выставку. Потому что, чтобы люди, грубо говоря, не отходя от работы, прикоснулись к прекрасному, узнали нерюнгринских шахтеров, рассказы. Сотрудники библиотеки посещают предприятия угольной промышленности района с подборкой книг и рассказами о них. Очень важно и большая благодарность Нерюнгринской библиотеке за то, что они предоставили такую возможность для сотрудников нашей компании познать наше прошлое, лучше понимать современное состояние, и заглянуть отчасти в будущее нашего края.
наш край напрямую связан с развитием горного дела. Книжная выставка получила красочное название «В краю несметных залежей угля» и состоит из 4 частей. Раздел «Черная жемчужина Якутии» посвящен истории угольной промышленности Нерюнгринского района. О любви к уникальной природе Южной Якутии рассказывает раздел «Край родной неповторимый» в собрании книги легендарного фотохудожника Юрия Коковина. Стихи нерюнгринских поэтов собраны в разделе «Родник поэзии. Есть красота». Под крышей общего дома наименование раздела, в котором представлены книги о поселениях Нерюнгринского района, изданные к юбилейным датам. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня в Чехии состоится международная премьера фильма «Нуча» якутского режиссера Владимира Мункуева. Картина вошла в конкурсную программу «Восток-Запад» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Это самое важное событие в Центральной и Восточной Европе в мире киноиндустрии. Жюри предъявит только 12 фильмов, и только один из них из России. И это якутская картина. В преддверии премьеры с режиссером встретился Максим Кардозу. Неопределенность – это то слово, которое стало привычным в пандемию. Вот и Владимир Мункуев еще за день до главного события в творческой жизни из-за ковидных ограничений не знает, поедет в Чехию или нет. На всякий случай продюсеры посоветовали собрать чемодан. Вдруг вопрос с визой решится. Карловы Вары, конечно, это прекрасно и хорошо. Это, мне кажется, если я не ошибаюсь, международный, не российский, именно фестиваль класса А, это первый якутский фильм, который попал в программу «Восток-Запад». Надеюсь, это принесет действительно какие-то плоды дальше для дальнейшего развития. Фильм «Нуча» снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серашевского. В центре сюжета якутская семья, в которую насильно поселяют русского каторжника. И здесь начинается настоящая психологическая драма. Действие происходит в 19 веке. В 2017 году я увлекся, как-то сам не знаю почему, работами Серашевского. Просто сел читать. Читал, настолько увлекся, что вдохновился и решил написать сценарий. Писал сценарий, по большому счету, куда-то в стол. Не верил, что вообще возможно это реализовать. В идею поверил наставник Владимира, известный режиссер Борис Хлебников. Нашлись российские инвесторы, но пандемия опять все чуть не отменила. Конечно, были сложности, но, во-первых, мы снимали в селе Майя. Половина команды была из Москвы, из Петербурга, перелеты, тесты. Мы соблюдали, конечно, все меры, но все равно все это накладывало. Плюс, просто сложности по перевозке актеров, техники. Все это было, но мы как-то с этим справились. Фестиваль в Карловых Варах завершится 28 августа. Тогда станут известны и победители. Но создателям фильма «Нуча» расслабляться все равно не удастся. Их картину уже взяли в конкурсную программу главного российского кинофестиваля «Кинотавр». Напомним, в прошлом году его триумфатором стала лента «Пугало» якутянина Дмитрия Давыдова. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.